Алхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва маваляха, амма ба'д. Рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлюль уqдатам мин лисани, яфкаху кавли, ва ба'д. Бисмиллахи рахмани рахим. Продолжаем уроки по книге шейха Абу Аззама ат-Тамими, хафизахуллах. И напомню, что книга называется «Масайлю ва ахкам фи шархи навакид аль-Ислам». И мы остановились на 9-м накиде. Говорит шейх: «Ан-накиду ат-таси' من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر». Девятое действие и 9-й пункт, нарушающий ислам: кто убежден, что кто-либо может выходить за рамки шариата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, как Аль-Хадир вышел из шариата Мусы алейхиссалям, то такой за его убеждение становится кафиром. Говорит шейх Абу Аззам: первый рассматриваемый вопрос. Этот накид из навакид аль-Ислам относится к убеждениям. То есть тот, кто убежден подобным убеждением, то такой вылетает из религии ислам и считается муртаддом, вероотступником. Даже если он не претворял практику, то есть даже если он не практиковал то, в чем он убежден. Одной убежденности достаточно, чтобы он вылетел из религии. Потому что тот, кто убежден подобным убеждением, то такой по сути отвергает, что посланничество Мухаммада было направлено ко всем людям. Сказал шейх аль-Ислам ибн Тайми алейхи рахматуллах: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. Шейх говорит: и известно по необходимости из религии мусульман и по единогласию всех мусульман, что тот, кто дозволяет другую религию, помимо религии ислам, или следование за другим шариатом, помимо шариата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, что такой становится кафиром. И его куфр подобен куфру тех, кто уверовал в часть Писания и отверг часть Писания. Конец его слов. Второй рассматриваемый вопрос: доводы из Корана и Сунны и слов ученых на этот накил. Говорит Всевышний Аллах: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем. То есть Всевышний Аллах послал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям ко всем людям и никого не исключил из этого. Также Всевышний Аллах сказал: «Куль я айюхан насу инни расулуллахи илейкум джамиа». Скажи, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам. И Всевышний Аллах нам разъяснил, что Мухаммад является посланником ко всем людям и никого из людей не исключил, кто мог бы выходить за рамки его посланничества и за рамки его шариата. И сказал Всевышний Аллах: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними. Не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. И сказал Ибн Каthир алейхи рахматуллах, разъясняя слова Всевышнего Аллаха: «Фаля ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум». Клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей в том, относительно чего у них возникло разногласие и что является запутанным между ними. Ибн Каthир говорит: «Юксиму та'аля бинафсихи аль-каримати аль-мукаддаса أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا». Всевышний Аллах поклялся собой, что не уверует никто, пока не изберет судьей посланника саллаллаху алейхи вассалям во всех делах. И то решение, которое вынес посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, это истина, которой нужно покориться внешне и внутренне. И поэтому Всевышний Аллах сказал: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. И затем они не будут испытывать стеснение в душе от твоего решения и подчиняться полностью.
То есть они изберут тебя судьей во всех делах, и затем они должны испытывать что? Не должны испытывать в душе стеснение от твоего решения, и должны подчиниться полностью. Ибн Касир говорит: «Ай иза хаккамука юти'унак في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة». То есть, когда они избирают тебя судьей, то есть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они должны подчиниться ему внутренне и не должны испытывать стеснение от решения Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и должны покориться этому решению внешне и внутренне и подчиниться ему полностью, без возражений, споров и отторжения. Конец слова Ибн Касира. Если Всевышний Аллах отверг веру от того, кто обращается за решением другому помимо Аллаха и его посланника, пока он не изберет судьей Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, во всех его делах и не покорится и не подчинится его решению без каких-либо возражений и препирательств, так как же положение того, кто вышел за шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Его положение еще хуже. Сказал Всевышний Аллах: «Ваман ябтаги гайра аль-ислами динан фалан юкбаля минху ва хува фил ахирати миналь хасирин». И тот, кто желает другую религию, помимо религии ислам, то она от него никогда не будет принята, и в ахирате он будет из числа тех, кто потерпел убыток. Сказал Ас-Саади, алейхи рахматуллах, его тафсире на эти слова, на слова Всевышнего Аллаха: «Ай ман ядину лиллахи би гайри дини л-ислами аллади иртадаху Аллаху ли-ибадихи, фа-амалуху мардудун гайру макбуль». То есть тот, кто будет исповедовать Аллаху другую религию, помимо религии ислам, и религия ислам — это та религия, которой он доволен для своих рабов, то его деяние не будет принято, а будет отвергнуто. لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فباطل. Потому что религия ислам — это та религия, которая несет в себе покорность Аллаху и покорность, подчинение его посланникам. И если раб не будет исповедовать эту религию, то у него не будет причины спасения от наказания Аллаха и также причины преуспевания в его награде, то есть награде Всевышнего Аллаха. И далее шейх Ас-Саади говорит: «И всякая религия, помимо религии ислам, является ложной». Конец его слов. И пришло от имама Муслима в хадисе Абу Хурайры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлади нафсу Мухаммадин биядихи ла ясмa'у би ахадун мин хадихи л-уммати яхудийюн валя насранийюн ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». Клянусь тем, чьей руке, чьей длани душа Мухаммада, если из этой уммы будет иудей или христианин, услышит обо мне и затем умрет, не уверовав то, что было ниспослано мне, то такой будет в аду. Из этой уммы имеется в виду община, которой был направлен призыв. То есть уммату да'ва, уммату иджаба. Уммату да'ва — это община, которой был направлен призыв, то есть это все люди, с которым пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с его посланничеством. А уммату иджаба — это те, которые ответили на призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также передал имам Ахмад и его муснаде от Джабира ибн Абдилляха, что Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, однажды пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с частью Писания, которую он получил от некоторых людей Писания. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал его фагадиба и разгневался, сказав: «Амутахауикуна фиха ябн аль-Хаттаб, валлади нафси биядих, لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني». Неужели вы приходите в изумление от этого, о Ибн аль-Хаттаб? Я пришел к вам с чистой белой религией. Не спрашивайте у них, то есть у людей Писания, о чем-либо, затем они расскажут вам истину, и вы отвергнете это. Или расскажут вам о заблуждении, и вы примете это. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И клянусь тем, чьей длани душа моя, если бы Муса был бы жив», то есть Муса, алейхиссалям, пророк, посланник Муса, то он должен был бы за мной последовать. И также, когда Иса, алейхиссалям, спустится в
конце времен, то есть он будет править шариатом посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И он не будет выносить решение своим шариатом, в соответствии с его шариатом. И в этом является сильная аргументация, сильный аргумент на то, что нельзя выходить за рамки шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Фаинна Муса лам якун маб'утhan иля al-Khadiri, ولا كان يجب على الخضر اتباعه بل قال لموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه». Воистину Муса, алейхиссалям, не был послан к Аль-Хадиру, и Аль-Хадир не был обязан следовать за Мусой, алейхиссалям. Напротив, он сказал Мусе, алейхиссалям: «Воистину я на знании и знании Аллаха. Аллах обучил меня этому, о котором ты не знаешь, знание о котором ты не знаешь. И ты на знании и знании Аллаха, которым тебя обучил Аллах, и который я не знаю». «Валямма саллама алейхи каль, ва анна би ардика салям». И когда Муса, алейхиссалям, его поприветствовал, он сказал: «Откуда на твоей земле такое приветствие?» То есть поприветствовал его приветствием ислама. «Каля ана Муса, каля Муса бани Исраиль, каля наам». Он сказал: «Я Муса». И Аль-Хадри сказал: «Муса из Бану Исраиль». На что Муса, алейхиссалям, ответил: «Наам, да». فالخضر عليه السلام لم يعرف موسى عليه السلام حتى عرفه موسى نفسه. И Аль-Хадр не знал Мусу, алейхиссалям, пока Муса не представился ему. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول إلى جميع الخلق فمن لم يتبعه من جميع من بلغته دعوته كان كافرا ضالا ومن قال له مثل ما قال الخضر فهو كافر. А что касается Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то он посланник ко всем творениям. И тот, кто не последовал за ним из всех тех, до кого дошел его призыв, является кафиром, заблудшим. А кто скажет Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то же, что сказал Аль-Хадр Мусе, то он является кафиром. وأيضا ما فعله الخضر فلم يكن خارجا عن شريعة موسى إذ لما بين له الأسباب أقره على ذلك فكان قد علم الخضر الأسباب التي أباحت له ذلك الفعل ولم يكن يعلمها موسى. И также то, что сделал Аль-Хадр, известная история, которая приводится в Коране, суре Аль-Каф. То есть и также то, что сделал Аль-Хадр, он тем самым не вышел из шариата Мусы, алейхиссалям. Потому что когда Аль-Хадр разъяснил Мусе, алейхиссалям, причины своих действий, Муса, алейхиссалям, утвердил его на этом. И Аль-Хадр, алейхиссалям, знал причины, которые ему дозволили эти действия, о которых не знал Муса, алейхиссалям. Конец его слов. И доводы, подкрепляющие это, являются ясными, кроме того, кого Аллах ослепил, чей разум Аллах ослепил, как чрезмерствующие, как крайние суфисты. И далее шейх говорит: доводов в изобилии, однако я ограничусь тем, что я упомянул. Третий рассматриваемый вопрос. Крайние суфисты в их убеждении считают, что они могут выходить за рамки шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в качестве аргумента они приводят слова Всевышнего Аллаха: «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин». И поклоняйся своему Господу, пока не придет к тебе якин. Они говорят, что якин здесь означает аль-ильму валь-ма'рифа, то есть знание и познание. И тем самым они говорят, что человек, который дошел до степени знания и познания, что в таком случае от него отпадают обязанности шариата. От него отпадает шариат, так они считают. И что он не нуждается в посланнике, саллаллаху алейхи вассалям, потому что дошел до Аллаха. И они говорят, эти крайние суфисты, посланник был послан к простолюдинам, а мы же, они говорят, а мы же особенные, из особой касты. И далее шейх говорит: «Вассахиху анна ма'на кавлихи та'аля», и более верное, что значение слов Всевышнего Аллаха: «Ва'буду раббака хатта я'тияка аль-якин», и поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет якин. Ибн Каthир упомянул в его тафсире, что сказал имам Аль-Бухари, что сказал Салим: «Аль-якин» — это аль-маут, смерть. Поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет смерть. Или анкаль, до слов Ибн Каthира, где он сказал, он говорит: и этим ошибочным толкованием аргументируются те, которые последовали за маляхида, безбожниками, что смысл якина означает познание. И они говорят, что когда кто-то из них доходит до степени познания, от него отпадает таклиф, шариат отпадает от него. И далее Ибн Каthир говорит: «Вахаза куфрун ва далалун ва джахль». И это является неверием и
и заблуждением и невежеством. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. Потому что пророки, мир им, они и их сподвижники, то есть последователи, они лучше всех людей знали об Аллахе и лучше всех людей понимали права Аллаха и его сифаты, его атрибуты. وما يستحق من التعظيم, и они лучше всех людей знали то, что Всевышний Аллах заслуживает из возвеличивания. وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. Но вместе с этим они были из тех людей, которые больше всех поклонялись Аллаху и все время совершали благие деяния до того времени, пока к ним не приходил их срок, то есть смерти. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت. И далее Ибн Касир говорит, и здесь под аль-якином имеется в виду смерть. Четвертый рассматриваем вопрос. Секуляристы также входят в этот накил. То есть куфр секуляристов также входит в этот накил. Для них религия ограничивается только в мечетях. А что же касается коммерческих дел, ахкамов женщины, то есть постановлений женщины, и повелевать одобряемое, и запрещать порицаемое, и джихад на пути Аллаха, то для них это не входит в религию. Они считают, что люди сами выбирают для себя то, что они желают, и что люди лучше знают о том, что является для них лучше. И далее шейх говорит, и вот это убеждение входит в этот накл. Потому что они говорят, так как они говорят, что мы можем выходить за рамки шариата Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в коммерческих делах, в политике, в вопросах женщины и джихада, и веления совершать одобряемые, и запрет совершать порицаемые. Пятый рассматриваем вопрос, являлся ли Халдир пророком из пророков, или же он был благочестивым рабом, благочестивым человеком. Шейх говорит, что в этом вопросе разногласия среди ученых, и более близкое из мнений, то есть более близкое к истине, то, что он был пророком из пророков. И на это указывает, он говорит, на это указывает, что он был пророком, слова Всевышнего Аллаха. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. И в этом аяте шейх говорит, есть довод на то, что ему внушалось откровение. И также это разъясняет то, что пришло в Сахихе из слов Аль-Хадира, что он сказал: «Я Муса инни аля ильмин мин ильми Аллахи алламанихи ла та'ламуху анта ва анта аля ильмин алламакаху ла а'ламу». Сказал: «О Муса, я на знании и знании Аллаха, которому он меня обучил, и который ты не знаешь. И ты на знании и знании Аллаха, которому он тебя обучил и который я не знаю». Шестой рассматриваем вопрос, жив ли до сих пор Аль-Хадир, то есть до сих пор существует он или нет. Пришло в сборнике имама Бухари, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аруайтакум лейлатакум хазихи, фа инна раса миати санатин минха ла ябка мимман хуа аля захри ал-арди ахадун». Он говорит, посмотрите на эту ночь. Воистину, после 100 лет, начиная с этой ночи, не останется на земле никого из тех, кто сейчас живет. Смысл хадиса, что после 100 лет от слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он это сказал, не останется на земле никого, кто был в то время, когда он это сказал. فَلَوْ كَانَ الْخَضِرُ مَوْجُودًا تَنَزُّلًا مِمَّنْ زَعَمَ ذَلِكَ لَكَانَ دَاخِلًا فِي هَذَا الْحَدِيث وَمَاتَ مَعَ مَنْ مَاتُ. Если бы Халдир был в то время, как это утверждают некоторые, то он входил бы в понимание этого хадиса, в этот хадис, и умер бы вместе с теми, кто умер тогда. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия: «Вассавабу анна аль-Халдира мат». И более верное мнение, что аль-Халдир умер. А что касается тех хадисов, которые подтверждают существование аль-Халдира и что он живой и не умер, то из этих хадисов ничего не является достоверным, как на это указал Ибн Касир в его тафсире. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун аля аль-мурсалин, вальхамду лиллахи раббил аламин.